В вахтовом поселке Накын в эксплуатацию ввели станцию биологической очистки сточных вод. В ее торжественном открытии приняли участие министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев и его первый заместитель Яков Зарымняев. Но перед открытием для гостей провели экскурсию по главным достопримечательностям Накына. Репортаж Анны Потах. Визит министра охраны природы Республики Саха-Якутия Сахамина Афанасьева и его первого заместителя Якова Зарымняева на площадку Нюрбинского ГОКа начался с экскурсии по вахтовому поселку Накын. После недолгой экскурсии делегация отправилась на новую станцию биологической очистки. Заказчиком объекта выступило Управление капитального строительства «Алроса». Сейчас все заработает. Долго разрабатывали исходные требования с подрядчиками, которые у нас разработчики сами были проекта. Там долго тоже с ними спорили, рассматривали, привлекали наш институт Якутии-Правмас. Станцию строили около года. Локальная канализационная водоочистная установка включает в себя блоки механической, биологической очистки, а также системы доочистки с мощностью до 600 кубометров в сутки. За счет применения активного ила установка обеспечит практически полную очистку сточных вод с поселка. Мы убедились, что компания и руководство Накынского месторождения сделает все возможное, чтобы применить самые новейшие технологии. И мы очень рады, что вы овладели технологиями. И сегодня мы являемся свидетелями как раз ввода новейшей станции биологической очистки. Таких объектов в республике Саха-Якутия очень мало, практически нет. Это пример для всей республики. Сахамин Афанасьев также высказал слова благодарности строителям и поздравил коллектив станции с началом работы. Кроме того, за вклад в строительство столь важной для этого района водоочистной установки многие специалисты получили благодарственные письма от Республиканского министерства охраны природы.